Сибай издавна славится своими спортивными достижениями. Имена многих наших земляков вписано в историю развития спорта республики. А крытый каток долгое время оставался лишь мечтой многих сибайцев. И вот в 2010 году этой мечте было суждено сбыться. Введен в эксплуатацию Ледовый дворец Ирандык. Площадь спортивного сооружения составляет 1800 квадратных метров. Здесь есть тренажерные и хореографические залы, медпункт, тренерские, административные помещения, раздевалки. Все это и многое другое было возведено в кратчайшие сроки. Ледовое поле выполнено по всем европейским стандартам. Именно на таких аренах играют команды в чемпионате КХЛ. В Ледовом дворце Ирандык готовят спортсменов в 4 секциях. Это хоккей с шайбой, фигурное катание, шорт-трек и велоспорт. На сегодняшний день секционные занятия посещают более 250 детей, а занимаются с ребятами настоящие специалисты своего дела. Люди, душой болеющие за свою профессию. Коллектив молодой, коллектив очень работоспособный, с энтузиазмом работает. Но сразу видно, что люди по призванию, люди патриоты. Несмотря на изначально были трудности, потому что Ледовый дворец для города у нас был бы как новое учреждение, абсолютно новое оборудование, абсолютно новые технологии, новые виды секций. Изначально были небольшие трудности, но благодаря желанию наших работников все это вывели на уровень. На сегодняшний день по всем секциям идет положительный рост. В Сибае хорошими темпами развивается хоккей. И все это благодаря каждодневной кропотливой работе тренерского состава, коллектива Ледового дворца, поддержке администрации города и родителей, которые душой болеют не только за своих чад, но и за развитие детского спорта в нашем городе. Большой вклад в развитие современной хоккейной школы Сибаи внесли Вадим Немзоров, Тимур Тагиров и Салават Валиев. Я работаю у самых истоков, с самого начала. Наблюдали мы за этой стройкой, хотели, чтобы как можно быстрее этот объект достроился. Ну и потом произошел набор детей 2005-2006 годов. Я конкретно являюсь тренером команды «Горняк 2005». Работаю 5 лет с этими ребятами, то есть во время набора они пришли, то есть совсем не умели стоять на коньках. Естественно, наша задача была с самого начала это научить их правильному катанию, а потом уже научить всем азам хоккея. Ну, что можно сказать о развитии хоккея в нашей республике? То есть, я думаю, что прилагаются все усилия для этого. Все это делается, конечно, как всегда, хотелось бы, чтобы больше было финансирования во время наших выездных матчей, во время турниров. Ну а так в целом, что можно сказать о нашей детской команде? То есть ребята перспективные, но единственное, как всегда, у нас дефицит кадров. Город небольшой, сказывается наше небольшое количество населения нашего. И поэтому приходится привлекать ребят с ближайших городов, это конкретно город Магнитогорск. То есть те ребята, которые не попадают в основную команду, приезжают к нам, пробуют свои силы уже в нашей сибайской команде. На момент открытия хоккея только на уровне дворового хоккея только был хоккей. И вместе мы с Вадимом Аркадьевичем покойным вместе начинали это дело, набрали группы, и нас так получилось, что первые возраста мы набрали именно 2002, 2003, 2004. Практически они начальная подготовка хоккея не ввели, но тем не менее они до определенного уровня развития детского хоккея достигли. Об этом говорит наши результаты. Еще пару лет назад ребят из хоккейной команды «Горняк-Сибай» никто не знал и не воспринимал как серьезных противников. Сегодня эти мальчишки достойно представляют наш город на различных соревнованиях. После 1 года работы, помнится, в 2012 году, когда приехал в Нефтекамский Тарост, который является филиалом Салавата Юлаева, там хоккей тоже очень хорошо развит. Наши ребята 2002 год их выиграли. С таким, не знаю, с обитой душе, там плакали дети нефтекамские, говорили, кто такие Сибай, мы их не знаем, они нас взяли, выиграли. Тогда
ну, как бы в моем шутку сказали, вот теперь знаете, что в периферии нашей республики есть Сибай, будем вместе работать, и что Сибай здесь тоже вот сейчас хоккей развивается. Ну, с этого дня у нас начались только вот с большими темпами рост. На данный момент вот 2002 год, вот то, что очень хороший результат, 2002 год у нас 13-14 года становились чемпионами детской лиги, выигрывали золотые шайбы по Республике Башкортостан, спартакиаду школьников Республики Башкортостан. Нет, ну, те, которые календарно проводятся официальные чемпионаты в республике, наши вот ребята, они все эти соревнования выиграли. Благодаря чему в 2014 году они вышли на первенство России в зоне Урал-Западная Сибирь. Юные хоккеисты Ледового дворца «Ирандык» не раз становились призерами различных состязаний. В прошлом сезоне на первенстве России зону Урал-Западная Сибирь среди 8 сильнейших команд наши ребята заняли 5-ю строчку турнирной таблицы. Дебют вышел неплохой. В сезоне 2016-2017 год поставлена задача, максимально поставлена, потому что проводили анализ. Но анализ-то проводим, цели ставим, но хоккей – это хоккей, может всякое случиться, потому что и в Салават Юлаев мы ожидаем многое, но бывает и они проигрывают. Поэтому поставлена цель выйти в лидеры, попасть в группу сильнейших. Это максимальная цель, но минимальная – это остаться в тройке сильнейших по зоне Урал-Западной Сибирь в этом году. По мнению тренерского штаба, у ребят хорошее будущее в большом спорте, ведь азы хоккейного мастерства постигаются в детстве. И чтобы достичь нацеленных высот, всегда надо начинать с малого. Съездили в Учелы, посмотрели всех, то есть всю команду возили, все поиграли у нас. Результатом остались довольны, 2-е место. Выявили недоработки, исправляли в течение двух недель, которые у нас были перед этапом России. И на России, в принципе, хорошо выступили тоже. Немножечко там нам не повезло, не получилось. В целом выступили очень даже неплохо. Конечно, большое горе пережили. Дети работают, они, в принципе, даже такие во время игр чемпионата России, там такие крики от детей были, что Вадим Аркадьевич с нами, мы забиваем, нам везет. То есть они верят в Вадима Аркадьевича дальше. Он еще с ними. Наряду с пока еще юными, но уже побывавшими в соревновательных схватках с хоккеистами, в Ледовом дворце также активно тренируются и новобранцы горняка 2010-2011 годов рождения. Ни одна тренировка не обходится без падений и работы над ошибками. Но несмотря на все это, подрастающие чемпионы держатся достойно. Самое главное, они хотят играть в профессиональный хоккей, все схватывают на лету и точно знают, зачем им в жизни нужен спорт. Хоккеист, там и стягу можно играть. Я хочу быть хоккеистом. Хочу забивать больше голы. Хочу стать лучшим игроком. Можно забивать голы и выигрывать, и играть со шайбой. Я люблю хоккей, потому что в конце мы играем в хоккей, забиваем голы. Мужчина играет в хоккей, трус не играет в хоккей. Достойным примером для подражания подрастающим хоккеистам служит городская команда «Горняк». Взрослые, уже состоявшиеся любители этого вида спорта все свое свободное время проводят на коньках с клюшкой в руках. «Горняк» основали еще в прошлом веке. Николай Васильевич Антонов воспитывал своих подопечных и обучал основам хоккея в уличной коробке на городском стадионе. Уже и поколение хоккеистов сменилось не одно, и тренеры, и даже условия тренировок стали другие. Но честь Сибая продолжают защищать неравнодушные спортсмены. Взрослые горняки, помимо проведения товарищеских матчей, играет в регулярном чемпионате Федерации любительской хоккейной лиги Магнитогорска и практически еженедельно устраивает ледовые баталии на домашней арене, либо же в соседней Магнитке. К слову, наша команда выступает довольно успешно. Ледовый дворец живет не только сегодняшним днем, но и строит планы на перспективу. Как доказательство тому, заключенный договор взаимосотрудничества с хоккейным клубом «Салават Юлаев». Сделано это для дальнейшего развития и спортивного роста наших хоккеистов.
заключили договор с хоккейным клубом «Салават Юлаев». Наш Сибайский Горняк заключил договор, и по этому договору мы сотрудничаем с ними. Ну, пока назвать себя филиалом «Салават Юлаева» еще рановато, но определенные шаги уже сделаны. Договор подписан, в данный момент она у нас находится. Один договор мы забрали уже. Ну, надеемся, что у нас в республике в дальнейшем тоже создадут как бы систему, школу, чтобы как пирамида дети с низов пирамиды стремились вверх, и на самый конец это национальная команда «Салават Юлаев», чтобы попасть. Потому что должны видеть, находить, искать звездочек внутри республики, чем приглашать со стороны кого-то национальной команды. Поэтому во многих регионах, где хоккей очень хорошо развивается, это и Челябинская область, и Татарстан, и другие регионы, где создана очень хорошая вот эта вот школа, как бы по всей республике, по всему области. Вот у нас хотелось бы тоже, чтобы так было. Все команды работали на головную команду. Руководство клуба «Салават Юлаев» в ближайшее время навестит сибайских хоккеистов и понаблюдает за их домашними матчами. Я в данную секцию вожу своего сына. Ну, вводим мы относительно недавно, уже около месяца. Решили отдать, потому что, во-первых, закаляется характер, укрепляется, скажем так, здоровье. Ну, ему самому нравится, он частенько, скажем так, смотрит дома хоккей. По КХЛ болеет за наш Салават Юлаев. Я вожу своих двоих сыновей на хоккей. Старшему сыну 7 лет, он занимается уже 4-й год. Младшего сына отдала в этом году, ему исполнилось сегодня, кстати, 5 лет. Хоккей он очень серьезно повлиял на характер, мне кажется. Старший сын у меня уже занимается 4-й год. То есть это помимо физического развития, он стал не физически крепче, и характер у него уже более такой, как сказать, твердый, мужской. То есть помимо физического развития еще и духовное развитие. То есть также большое спасибо тренерам за вклад в их становление как мужчин. Помимо хоккея в нашем городе активно развиваются и другие виды спорта. Сегодня шорт-трек является одним из молодых и перспективных направлений. После блестящего выступления сборной России на Олимпийских играх в Сочи интерес к данному виду спорта вырос в несколько раз. Мне привлек этот спорт тем, что здесь тренируется сила духа, выносливость и сосредоточенность. И если ты на льду сосредоточен, то это приведет к падению. Этот спорт учит сосредотачиваться на чем-либо. Вот в 10 классе трудно делить время со спортом и с тренировкой. Приходится иногда и... в любом случае я выхожу в минус или в учебе, или на тренировке. В сегодняшнее время я выбираю чаще тренировки, чем учебу. Здесь как можно работать самому лично и достичь успехов, так можно и в эстафете участвовать со своей командой и достичь вместе с ними успеха. Скоро я буду чемпионом, здесь надо заниматься и кататься. Я хожу в шорт-трек 1-й год, мне 8 лет. Почему ты решила заниматься данным видом спорта? Потому что мне нравится этот вид спорта. Чем он тебе нравится? То, что на большой скорости можно кататься. Я ездил на соревнования в Уфу, и были здесь соревнования.
какое место ты занял? Когда мы были здесь, я занял первое и второе место. Шорт-треком занимаются 25 ребят разного возраста. Младшая группа недавно съездила на республиканские соревнования и добилась неплохих результатов. Тренирует ребят мастер спорта Любовь Князева. За этот период у нас прошли 2 соревнования. Одни здесь городские. И один раз мы выезжали в город Уфа, где ребята достаточно достойно выступили, учитывая то, что они занимаются первый год. Заняли примерно средние места. Из 40 участников где-то от 15 до 24 места, что очень даже неплохо для начинающих. Из всех ребят один уже выполняет взрослый 3 разряд, 3 ребят выполняют уже юношеские разряды от 1 до 3. И к весне, к концу сезона, по предположениям, должны еще выполнить юношеские разряды 2 девочки. Не остается без внимания и один из самых красивых видов спорта – фигурное катание. Предпочтение ему отдают в основном девочки. Сегодня в копилке юных спортсменок немало важных и впечатляющих наград. Воспитывает фигуристов тренер из Магнитогорска Надежда Кирчегина. На данный момент в Ледовом дворце занимается 3 группы. Это группа учебно-тренировочная, в ней 13 человек занимается. Далее группа начальной подготовки 2-го года обучения, это дети от 5 до 7 лет. И группа начальной подготовки 1-го года обучения, то есть это самые маленькие детки, новички, которые пришли в сентябре 2015 года. Возраст от 3,5 лет до 5. Самой маленькой спортсменке 3,5 года. Что вы можете сказать о своих подопечных, как о спортсменах? Есть ли у них на сегодняшний день какие-либо достижения? Да, безусловно, мы выезжали на различные соревнования различного уровня. То есть это по республике Башкортостан, по Челябинской области выезжали, в Оренбургскую область выезжали. Мне показывали неплохие результаты. Есть и 1-е места, и 2-е, и 3-е места, конечно. Бывали неудачные выступления, но в общем за 2015 год у нас 16 медалей. 16 медалей, 6 из них 1-е места. То есть, в принципе, это неплохой результат. Ребята стараются и день ото дня катаются все лучше и лучше, оттачивают свое мастерство часами. Многие из них в будущем планируют связать свою жизнь с фигурным катанием. Мне нравится, потому что там красивые элементы и мне нравится. У меня 4 первых места, 1 5 и 1 2. Когда вырасту, буду заниматься фигурным катанием и буду учить детей. Айгуль Байдавлетова занимается данным видом спорта уже 3 года. Она является неоднократной победительницей различных соревнований. Несмотря на то, что Айгуль знает свою спортивную программу наизусть, все же старается повторять ее как можно чаще. Как призналась спортсменка, она всегда волнуется, ведь каждый выход на лед для нее как в первый раз. Очень волновалась. Очень. Но потом как-то мне мама там рассказала про это, и я что-то не испугалась и вышла. Я наблюдаю за спортивными новостями, и мне очень нравится Юлия Лепницкая, но у нее был не очень хороший сезон, но все равно. Успехи воспитанников Ледового дворца были бы невозможны без усердного труда самих ребят и тренерского состава. Но помимо этих людей есть и так называемые бойцы невидимого фронта, обслуживающий персонал. Без технических работников трибуны не были бы столь чистыми, а ледовая арена столь гладкой. Получается, завоеванные медали наших спортсменов отчасти и их заслуга тоже. Температурный режим на льду поддерживается машинистом холодильной установок. Там тоже работают опытные машинисты холодильных установок, такие как Ахметов Урал, Самохин Валера.
определенной температуры льда для того, чтобы своевременно, значит, замораживать лед. Обслуживаю технику, заливаю, лед контролирую. Контролирую лед, толщина льда определенно должна быть. Вот эта машина импортная, она производит работу, считается как заливочная машина. Выполняет 3 работы, значит, срезает лед, необходимую толщину, очищает ее и заливает вновь. Здесь, значит, 2 бака емкостью, вот заливочная холодная вода емкостью 800 литров и промывочный бак находится, он содержит 200 литров воды. Это промывает от грязи лед, от того, что мусор промывает лед. Развитие велоспорта в городе набирает обороты. Многие спортсмены уже успели заявить о себе на республиканских и российских марафонах. В Ледовом дворце также есть тренажерные и атлетические залы, возможно занятия шейпингом и танцами. С большим желанием посещают сибайцы тренажерный зал «Титан», оборудованный современными спортивными снарядами, на которых можно проработать все группы мышц, привести организм в тонус, пообщаться и просто с пользой провести свободное время. Занятия разделены по группам, как в дневное, так и вечернее время. Правильный подход и систематические занятия приносят свои плоды. Хорошее телосложение в совокупности с отменным здоровьем. Таков итог посещения тренажерного зала. За 5 лет своей работы Ледовый дворец стал излюбленным местом времяпровождения горожан всех возрастов. Ирандык – это уникальный спортивно-развлекательный комплекс, функционирующий круглогодично, не имеющий аналогов в башкирском Зауралье. Впереди еще много достижений и высот, которые предстоит покорить его воспитанникам. И кто знает, возможно, уже в ближайшем будущем имена наших земляков зазвучат уже на мировых спортивных аренах.